Обвиняемые по факту гибели ребенка в Бирске не признают свою вину. Год назад на 15-летнего Максима Маркова в детском лагере упал металлический флагшток. Подросток погиб. На скамье подсудимых представители руководства учреждения. Сегодня состоялось очередное заседание по делу. Репортаж Динары Таймасхановой. Фотографировали его в новых вещах. Вот ему прямо за 2 недели до гибели. На фотографии слева Максиму 15. Последний снимок подростка перед смертью. Справа первая фотосессия в детском саду. На кадре 4-летний малыш в военной форме. Но Максим мечтал стать артистом. Наушники и ноутбук до сих пор в шкафу в комнате мальчика. Он любил сочинять музыку. Даже придумал обложку для первого альбома. Максим в этом году закончил бы 9 класс. Кадры выпускного фильма родители получили. Теперь уже на память о ребенке. С 1 класса, получается, до выпускного. Он бы закончил 9 класс, но ему суждено уже было. Год назад, 3 июня, на Максима Маркова упал флагшток в лагере «Чайка», в котором он работал. 10-метровая металлическая труба придавила ребенка. О силе удара можно судить по кадрам следственного эксперимента. Ребенок погиб еще до приезда скорой помощи. Виновные, по мнению родителей, до сих пор на свободе. Более того, подросток так и не успел получить первую зарплату. Родители смогли добиться ее через суд. Максим, как и другие подростки, работал без договора. Руководство учреждения после трагедии получило за это нарушение штраф в размере 10 тысяч рублей. С семьей Марковых сотрудники лагеря на связь вышли лишь однажды, на следующий день после смерти мальчика. Он сказал: извините, но это какие-то нечистые силы виноваты. Это нечистые силы виноваты. Давайте друг другу жизнь портить не будем. Предложил мне конверт. Я не знаю, что там было. Я говорю, мне сказал, мне ничего от вас не надо. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Руководитель лагеря «Чайка» обвиняется в нарушении требований охраны труда. Заместитель директора в халатности, повлекший смерть по неосторожности. Это уже 3-е судебное заседание. В деле участвует большое количество несовершеннолетних свидетелей. Именно из-за того, что в деле есть несовершеннолетние, журналистов не пустили в зал заседания. Мы смогли пообщаться во время перерыва с адвокатом обвиняемых. Сейчас даже допрос свидетелей не закончен. Поэтому комментарий вам на какие вопросы-то дать? Что вы хотите от судебного заседания? Что мы хотим? Да. Справедливости. Видимо, справедливостью для сотрудников лагеря станет признание того, что они не причастны к случившемуся в лагере «Чайка». Если же их вина будет доказана, им грозит реальный тюремный срок. Ребенка не вернуть, но родители Максима намерены идти до конца в затянувшемся деле, чтобы их трагедия не повторилась в другой семье. Динара Таймасханова, Булат Закирьянов, Рамиль Вахитов. Новости. Бирск.